Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Душанбе рассматривает возможность вхождения в исламское НАТО во главе Саудовской Аравии. В Казахстане прошли обыски у оппозиционных журналистов, найдены якобы наркотические вещества. Сидите дома, власти Самарканда отменили Новый год в городе. В Узбекистане оставшееся без газа зимой население перекрывает дороги. Одного алюминия стало мало. Таджикская талка получила право на разработку золоторудных месторождений. В Алматы в редакции независимого интернет-издания накануне КЗ и в квартирах его редактора и двух журналистов прошли обыски. Поводом послужило якобы распространение заведомо ложной информации о деятельности Казкоммерцбанка. Как сообщили сами журналисты, при обыске у одной из них полиция якобы нашла наркотические вещества. При этом полицейские отказались показать постановление об обыске подъехавшим адвокатам. Проект накануне КЗ создан несколькими журналистами, работавшими ранее в газете «Республика». Это издание, его веб-сайт и приложения, всего около 30 оппозиционных СМИ были запрещены судом в 2012 году как экстремистские. Теперь власти обвинили независимых журналистов в распространении заведомо ложной информации в публикациях о деятельности Казкоммерцбанка. По мнению полиции, публикации были заказными и оплачивались наличными средствами. Сразу же за этим последовала череда обысков в редакции и квартирах журналистов. Во время обыска в квартире Юлии Козловой полиция якобы нашла наркотическое вещество. Но когда прибыли адвокаты, силовики отказались предъявлять постановление на обыск. Как происходил обыск, рассказывает адвокат Айман Умарова. Сейчас едем в ДВД, после ДВД прокомментирую. Был проведен обыск, в ходе обыск начат был без Юлии Козловой, хотя Юлия предупредила лиц, проводящих обыск, о том, что она едет. Пожалуйста, дождитесь с адвокатом, как положено. Дело почему? Это очень важно, поскольку в постановлении о производстве обыска указано, что эти люди, то есть сотрудники правоохранительных органов, следственная оперативная группа, да, они пришли искать технические средства и документы. То есть, если они ищут технические средства и документы, и, имеется причастность Юлии Козловой, прям так указано в постановлении, то, значит, надо было первоначально предложить именно Юлии Козловой сдать эти документы добровольно и технические средства добровольно. Согласитесь со мной. И вдруг они, начав обыск без самой Юлии, они в кухне под раковиной, обнаруживают какой-то чай там, еще какие-то чаи изымают с кухни. Вот если вы пришли искать, технические средства, если вы пришли искать документы, какое отношение имеют какие-то чаи и приправы? Согласитесь со мной? И это очень странно. Поэтому, потом они его изымают, и под эгидой того, что две каких-то пачки каких-то чаев изымают, и какие-то приправки, то мы полагаем, что речь идет о наркотиках. И эти наркотики, если они покажут, что это наркотики, то они, естественно, были подложены, подкинуты. Потому что зачем им это нужно было? Теперь на сегодняшний день мы вызваны на завтра. Какие следственные действия не говорят. Единственное, сказали, что они по видеозаписи произвели все-таки протокол, составили, протокол обыска, что изъято и так далее. Мы так договаривались, что они по видео будут составлять, и мы, если что, замечания будем писать. Но я думаю, что вызвали не для этого, что, скорее всего, ожидают ряд следственных действий завтра в 3 часа. Издание за последнее время опубликовало немало неудобных статей, в том числе о Мухтаре Аблязове, выдача которого Казахстану угрожает его жизни, о материальном состоянии родственников Нурсултана Назарбаева, а также о жаназенских событиях, при подавлении которых, по официальным данным, силовиками было убито 15 человек, а по неофициальным расстреляно более 60. Душанбе рассматривает возможность вступления в исламскую военную коалицию во главе Саудовской Аравии. Такую информацию распространил посол Таджикистана в Эр-Рияде. Сейчас в исламском НАТО 33 государства. Таджикистан может стать членом коалиции наравне не только с Турцией или Арабскими Эмиратами, но и Мавританией, Габоном или Чадом.
По словам посла, руководство Таджикистана в настоящее время изучает предложение Саудовской Аравии вступить в исламскую коалицию для борьбы с терроризмом. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в начале января посетит Саудовскую Аравию и встретится с королем. Стороны обсудят вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и возможность участия Душанбе в исламском военном блоке. О создании аналога НАТО, но исключительно с мусульманскими странами в составе, объявила Саудовская Аравия. Цель, как было официально обозначено, борьба с терроризмом в военном и идеологическом плане. Сейчас об участии в коалиции заявило 33 государства. Это не только развитые в военном плане Турция, Египет или Арабские Эмираты, но и Чад, Габон или Джибути. И буквально сегодня в Москве проходит саммит другой военной организации ОДКБ. В Москву вылетел и Рахмон, и Назарбаев, и Атамбаев. Как они воспримут такую инициативу Душанбе? О целях исламской коалиции и причинах возможного участия в нем Таджикистана рассуждает вместе с нами эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Они сдержанно будут относиться к этому шагу, если вообще он будет обсуждаться в Москве сегодня, просто потому, что вряд ли они считают разумным добавить еще дополнительные удары по и так не очень очевидному, так сказать, очевидному сотрудничеству в рамках ОДКБ на тему российской операции в Сирии. И если еще здесь, на этом поле, возможно, трещины, то политическая перспектива ОДКБ, конечно, не выглядит замечательно. Я думаю, обострения на эту тему не будет. Таджикистан готов рассмотреть это приглашение. Кроме того, такое же приглашение сделано и Азербайджану. То вопрос возникает, почему именно этим странам, а не другим государствам Центральной Азии с мусульманским населением. Я думаю, что это связано с тем, что Таджикистан – это персоязычная страна, как будто еще недавно ориентирующаяся на связи с Ираном. Но последние времена, особенно после после преследования, прессинга, которым подверглась исламская партия исламского возрождения Таджикистана, которая, в общем, наверное, действительно имела и некоторые отношения с Ираном, во всяком случае пользовалась его благосклонностью. Может, это не случайно. Может, Душанбе хочет таким образом еще раз подчеркнуть свои не очень простые сегодняшние отношения с Тегераном. Точно так же и Азербайджан, отношения которого с Ираном тоже назвать простыми нельзя, может быть, на взгляд Эр-Рияда и Саудовской Аравии, может отнестись лояльно к идее вступить в эту коалицию. Да? Поскольку она, в общем, вряд ли будет приветствоваться Ираном. То есть это однозначно попытка создать некий противовес влиянию Ирана. Кроме того, со стороны Таджикистана войти в эту коалицию может быть связано с желанием ослабить вообще критику за преследование исламистов в своей стране. Если такое случится, я имею в виду коалиции с исламскими странами, то это будет означать, что на самом деле Душанбе, в общем, совсем не против работать вместе с исламскими странами. Кроме того, понятно, что в ответ на это можно рассчитывать на некие финансовые, так сказать, подпитки со стороны Саудовской Аравии. Кроме того, это определенная демонстрация независимости по отношению к России, политика которой достаточно сдержанно воспринимается руководством Таджикистана. В городе Фергана, что на востоке Узбекистана, около 200 человек вышли на митинг с требованием к властям возобновить подачу газа. Вот уже несколько зимних дней, как жители одного из микрорайонов лишили возможности не только отапливаться, но даже и готовить пищу. Несколько дней подряд люди выходят на улицу, после чего приезжает милиция и заталкивает людей обратно в подъезды.
Чтобы власти обратили внимание на их проблемы, жители многоэтажных домов перекрыли дорогу, ведущую в город Маргелан. В течение часа оживленная трасса была перекрыта. На место пикета срочно приехали представители местных властей. Они пообещали людям, если и не восстановить подачу природного газа, то хотя бы раздать баллоны для отопления. До этого люди несколько раз собирались с протестами у подъездов, но приезжавшая милиция заставляла их разойтись по своим неотопленным квартирам. Отключение газа собственному населению стало привычной практикой для властей Узбекистана, которая предпочитает больше экспортировать за рубеж по повышенным ценам, нежели продавать собственному населению по заниженным. По данным Азадлика, аналогичные митинги прокатились прошлой зимой по Самаркандской и Хоремской областям. А далее коротко о других событиях Центральноазиатского региона. В Кыргызстане, в горной отдаленной местности на границе с Китаем, произошло землетрясение силой около 5 баллов. Толчки чувствовались и в Алматы, и в Бишкеке. Данных о разрушениях и пострадавших нет. В южной афганской провинции Кандагар группа вооруженных лиц напала на дом местного старейшины и расстреляла 4 его сыновей. Таким образом, полагают власти, талибы пытаются нанести урон влиянию старейшин на население. Талибы захватили в плен депутата парламента Афганистана. Его автомобиль был остановлен боевиками. В плен попал он сам и его помощник. Однако спустя 9 часов парламентарию удалось бежать. Он пешком прошел многочасовой путь до ближайшего контрольного пункта. Россия заняла 3-е место среди стран мира по денежным переводам мигрантов на родину. Всего за уходящий год трудовые мигранты, работавшие в России, перевели своим семьям 33 миллиарда долларов. На 1-м месте США, на 2-м Саудовская Аравия. В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана. В потасовке участвовало около 25 человек. Ссора произошла между сотрудниками кафе и гостями, пришедшими отмечать день рождения. На помощь персоналу хозяин вызвал преступную группировку, которая покровительствовала кафе за 30 тысяч рублей в месяц. Один из гостей в итоге серьезно ранен. Курс доллара по итогам утренних торгов на казахстанской бирже превысил 349 тенге. Это очередной исторический рекорд. Предыдущим максимальным значением было 344 тенге. В Таджикистане изъяли самую большую партию синтетического наркотика за всю историю борьбы с незаконным оборотом наркотиков в республике. Общая стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается примерно в 80 тысяч долларов США. 24 высококвалифицированных турецких врача прибыли в Кыргызстан. Они провели в общей сложности 120 бесплатных операций на юге республики. Почти 500 человек прошли обследование сердца, более 1000 полный медицинский осмотр. Все операции проходили как обучающие для киргизских специалистов. В школах Астаны отменили занятия первой смены из-за мороза. Температура в северных, центральных и восточных областях Казахстана понизилась до минус 30-35 градусов. Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко одержала победу в поединке на турнире по смешанным боевым искусствам, который прошел в США в городе Орландо. Шевченко одержала убедительную победу над канадской спортсменкой. А в Душанбе прошел масштабный турнир по смешанным единоборствам. 30 бойцов мирового уровня из 10 стран мира провели 15 боев. За Таджикистан выступило 5 бойцов, и каждый из них завоевал победу в своих поединках. Глава Самаркандской области Узбекистана запретил указом работу всех увеселительных заведений, кафе, ресторанов и ночных клубов 31 декабря, а жителям порекомендовал не шляться при встрече нового 2016 года где ни попадя и встречать праздник исключительно в семейном кругу. При этом работа всех кафе и баров до Нового года должна прекращаться до 23 часов вечера. Как сообщает Азадлик, свое решение хаким области озвучил на собрании, посвященном подготовке празднования Нового года. По его мнению, Новый год считается семейным праздником, и поэтому люди должны праздновать его в кругу своей семьи. А все сети предприятий общественного питания и развлекательные учреждения 31 декабря должны быть закрыты. Кроме того, власти Самаркандской области поручили развлекательным учреждениям на своей территории заканчивать до 23 часов все массовые мероприятия в предпраздничные дни, а число гостей ограничить до 400 человек. Ранее власти Узбекистана традиционно из года в год запрещали проведение выпускных вечеров. В этом году к запрету добавилось проведение массовых разговений и ифтаров во время мусульманского поста. И сегодня Ташкент также присоединился к рекомендации оставаться дома в новогоднюю ночь. Информационная служба мэрии столицы сообщила, что закрывать увеселительные заведения не будут, но настоятельно рекомендует горожанам оставаться дома. Таджикская алюминиевая компания, или коротко Талка, получила право на разработку ряда золоторудных месторождений на территории Сагдийской области Таджикистана. По оценкам Главного управления геологии, группа месторождений имеет запасы золота в более чем 32 тонны. Таким образом, правительство решило поддержать одно из ведущих предприятий страны.
Правительство Таджикистана приняло постановление о мерах по поддержке Талка. Предприятию выдается лицензия на право пользования группой месторождений Кончо-Чискальная в Сагдийской области сроком на 25 лет. Кроме того, в постановлении подчеркивается, что подписной бонус на право пользования недрами устанавливается в нулевом размере. Всего алюминиевому заводу передается 10 гектаров земли на четверть века, без права передачи другим компаниям. Разведанные запасы месторождения 32 тонны золота и почти 15 тонн серебра. В самой Талка отмечает, что это решение принято с целью улучшения финансового положения предприятия. Только в прошлом году предприятие было вынуждено уволить около пятой части всех рабочих, а зарплаты оставшихся сократить на 30%. Если в 2008 году стоимость тонны алюминия на бирже стоила почти $3000, то сегодня его цена ровно в половину меньше. Подтачивает предприятие некоторые патриотические планы руководства Таджикистана. Так, в 2011 году полностью на средства компании был изготовлен и воздвигнут самый высокий в мире флагшток. Сейчас он, кстати говоря, уже далеко не самый-самый. Между тем, в 2008 году посол США в Таджикистане выразил свои опасения в депешах, которые позднее были обнародованы организацией Wikileaks. В них утверждалось, что президент страны Эмомали Рахмон эксплуатирует Талка, цитата, как средство получения дохода для себя, членов своей семьи и своего ближайшего окружения. Доходы от Талка не идут на развитие страны. Их большая часть утекает на внебюджетные инициативы и проекты, такие как строительство дворцов и обильные государственные приемы. Население Таджикистана фактически субсидирует Талка, существуя без адекватной медицинской помощи, образования и электричества. Так поможет ли флагману таджикской промышленности золоторудные месторождения? Или причина его упадка все-таки в иной сфере? Мнение эксперта. Я думаю, что на самом деле, если бы у Талка был бы, скажем, грамотный, ну, он не то, что не грамотный менеджмент, но, скажем так, прозрачный менеджмент и эффективный, то я думаю, что они бы справлялись, в принципе, со своей задачей в алюминиевой сфере. Но поскольку мы видим, что несмотря на то, что государство дает им очень значительные объемы поддержки, в первую очередь в виде таких косвенных субсидий, как очень низкая цена на энергоресурсы, в принципе, они потребляют огромное количество электроэнергии за копейки, и при этом они умудряются еще производить алюминий, который, ну, возможно, уже не настолько конкурентоспособен по цене на мировом рынке. То есть я думаю, что глобальная проблема на самом деле не в выборе сферы деятельности, а в принципах их работы и в эффективности. И в принципе, будучи государственным, это предприятие не очень мотивировано на высокие стандарты эффективности. И более того, есть ряд таких схем. Это толлинговая схема работы Талко, как они сейчас работают с алюминиевым. Это очень сомнительной прозрачности, скажем так, схемы. Поэтому, если они сейчас переключатся на новую сферу, почему должно стать лучше? Да, возможно, они будут получать определенный доход. Но, во-первых, надо смотреть, если при своих стандартах эффективности они не очень справляются, то, возможно, государство будет оказывать им еще другие виды поддержки. С вами была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До следующей встречи.